Ответ 2. Равен 2. Все верно, спасибо. Неабходнасць знаходзіцца навучэнцам дома амаль на працягу месяца вясной бягучага года не спыніла адукацыйны працэс у брэсцкім абласным ліцэі імя Машэрава. Тут знайшлі інтэрактыўныя спосабы працягнуць навучанне. Безумоўна, сістэма пакуль патрабуе далейшага ўдасканальвання, але ў выпадку змянення эпідэміялагічнай сітуацыі гэты досвед дапаможа як педагогам, так і вучням. То есть они в урочное время выходили на связь, и мы проводили как обычные уроки. И была еще такая ситуация, когда половина детей находились по домам, половина здесь, и приходилось работать на два фронта. И мы делали полноценные, то есть готовились как к полноценным урокам и для детей, которые присутствуют, и для детей, которые находятся дома. Когда идет такой период пандемии, то я считаю, что это очень хорошая форма обучения. Когда стоит вопрос безопасности, то, конечно, дистанционка – это выход из положения. Если говорить о том, вести уроки глаза в глаза, конечно, совершенно другое восприятие и урока, и дети по-другому реагируют, и где-то там подсказать можешь. На дистанционке такого тесного общения нет, конечно. Дзякуючы сістэме, якой карыстаюцца ў ліцэі, і ў нас атрымалася пагутарыць з навучэнцамі, якія зараз знаходзяцца дома. Маргарита, скажите, пожалуйста, как вам вообще такая дистанционная форма обучения? Дистанционное обучение для меня, это не что-то такое страшное. И, в принципе, все учителя всегда там и материал скидывают, по которому можно разобраться. И если вопросы, всегда отвечают там на какие-то вопросы и всегда на связи. Поэтому сложности, в принципе, не возникает. Просто вопрос в другом, что для некоторых все-таки предпочтительнее находиться в классе. Сапраўды, для многіх навучэнцаў вучоба – гэта не толькі адукацыя, гэта яшчэ і камунікацыя з аднакласнікамі. В классе куда проще, потому что ты можешь, если что, спросить учителя. А если во время дистанционного обучения что-то непонятно, то спросить вне урока уже будет проблематично. В принципе, когда коллектив, это и веселее, и как-то больше стремление получать знания и, в принципе, чему-то учиться. Потому что ты сидишь дома, ты один, ты сам все делаешь. А когда класс, у тебя есть еще мотивация что-то больше делать. З іншага боку, ліцэісты пазітыўна ставяцца да таго, што ў выпадку неабходнасці ёсць магчымасць і надалей атрымліваць веды і не спыняць адукацыйны працэс. На дистанционном обучении у тебя есть возможность получить недостающие оценки, чтобы получить хорошую оценку за четверть. Вялікай дапамогай у вучэбным працэсе як для педагогаў, так і вучняў мяркуецца стане новы электронны рэсурс. На сённяшні дзень Міністэрства адукацыі даручыла ў тым ліку спецыялістам Брэсцкай вобласці распрацаваць матэрыялы для адзінага адукацыйнага парталу, які будзе размяшчацца ў сетцы інтэрнэт. В разработке этого ресурса принимают участие лучшие учителя области, сформированы творческие группы. Таких учителей у нас 63. И это учителя, имеющие квалификационную категорию учитель-методист, либо высшую квалификационную категорию. То есть материалы должны получиться качественными. Мы надеемся, что платформа заработает с третьей четверти, и это будет значительная помощь как учителям, так и учащимся. Распрацаваныя матэрыялы на дадзены момант праходзяць экспертызу перад выхадам на партал. Калі гэты адукацыйны рэсурс запрацуе, у вучняў з'явіцца магчымасць вучэбнай падрыхтоўкі, нават пры часова вымушаным знаходжанні дома. Вераніка Якавец, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».